Добрый день, новости на вашем канале НТС. В студии Джангл Мырзаду Ишенбекова. Работа по обеспечению малого и среднего бизнеса доступными кредитами должна быть активизирована. Такое поручение сегодня главе Российско-Кыргызского фонда развития дал президент Алмазбек Атамбаев. Кубанычбек Кулматов, как сообщает пресс-служба главы государства, рассказал президенту о мерах по привлечению ресурсов международных финансовых институтов для финансирования проектов в Кыргызстане, направленных на замещение импорта, создание новых рабочих мест и увеличение экспортного потенциала страны. Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность дальнейшей активизации работы Фонда развития по всем направлениям для того, чтобы и дальше обеспечивать малый и средний бизнес дешевыми и долгосрочными кредитами, в том числе через банки страны. Проблемы с интернетом будут решены в ближайшие дни. По крайней мере, так пообещали казахстанские транзитные компании. На днях руководство антимонопольного ведомства нашей страны вернулось с переговоров в Москве, где в числе прочих вопросов решались и проблемы наших провайдеров. Уже более месяца ситуация с доступом ко всемирной паутине остается напряженной. И хотя накал проблемы уже совсем не тот, что в начале сентября, но тысячи абонентов до сих пор страдают из-за снижения скорости, связанной с действиями казахстанских компаний. Игорь Потанин попытался выяснить, как долго еще кыргызстанцам придется ограничивать себя в мегабайтах. Вернуть в стране прежнюю скорость интернета провайдеры и антимонопольный орган обещали еще 2 недели назад. Встреча, прошедшая 5 октября в Алма-Аты, должна была стать решающей. На переговорах было принято решение, что транзитные провайдеры снизят хотя бы до прежнего уровня стоимость мегабайтов внешнего трафика. Однако время идет, а ситуация не меняется. В связи с этим некоторые компании были вынуждены не только снизить скорость, но и отказаться от подключения новых абонентов. На сегодняшний день операторам связи не предоставлено ни одного конкретного распечатанного на листе пояснения об необходимости увеличения стоимости за внешний канал. Нам не совсем ясна позиция правительства, потому что мы видим в официальных пресс-релизах заявление о разрешении ситуации, но по факту на нашей компании мы видим совершенно иную картину, когда отключаются вразрез всем договоренностям, когда понуждают к заключению договоров на более высоких ценах. Ситуация на рынке интернета уже стала предметом обсуждения в Джугурку-Кенеше. Накануне депутаты парламента потребовали от правительства заняться решением проблемы доступа ко всемирной паутине. Народные избранники призвали Кабмин искать иные источники доступа к интернету, а действия транзитных компаний подвергнуть тщательной проверке. Таким образом, Кыргызстан может опозориться перед всем миром и остаться в 21 веке без доступа к сети. Есть реальные риски. Правительство должно искать альтернативные пути. Кабмин должен создать специальную комиссию, в которую войдут представители госантимонополии и кыргызстанские интернет-провайдеры. Есть специальный протокол ЕАЭС об общих принципах и договоренностях. Правительство должно обратить внимание на его исполнение. Вопрос тарифов на интернет на этой неделе обсуждался и в Москве. Руководство нашего антимонопольного органа приняло участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Наши чиновники настояли, чтобы заседание по этому вопросу прошло в формате видеоконференции с участием всех заинтересованных сторон. В ходе переговоров договорились, что вопрос будет решен в ближайшее время. Я встречался с министром, поставил вопрос, почему расследование до сих пор не открыто, почему работа не идет. Я уже не могу дождаться протокола. Я сегодня еще раз 3 фонограммы направил, вчера направил. Ждем сегодня, вчера еще должны были дать коммерческое предложение. Ждем сегодня. Все операторы в Москве встречались на этой неделе. Я разговаривал с Абасхановым, председателем ассоциации. Он сказал, что там подтвердили, что на этой неделе вопрос решат. По словам чиновников, на сегодняшний день ситуация остается напряженной только у нескольких провайдеров. В ближайшее время вопрос будет снят и по этим компаниям. Условия казахстанских компаний, как и протокол заседания в Москве, наши специалисты надеются получить к понедельнику. Игорь Потанин, Манас Бакешев, НТС. Госдеп США намерен поздравить страны Центральной Азии с 25-летиями их независимости. Для этого Бишкек, Ташкент и Астану посетит заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Томас Шеннон. В программе его визита, как сообщает Госдепартамент, будут встречи в рамках так называемой группы С5+1, то есть 5 стран региона и США. В Узбекистане Шеннон планирует посетить не только Ташкент, но и Самарканд, чтобы побывать на могиле первого президента Ислама Каримова. В Кыргызстан он прибудет
прибудет 26 октября. К международным новостям. Евросоюз разделился во мнениях по введению санкций против России. По итогам саммита, прошедшего в Брюсселе, европейские лидеры так и не решились принять в отношении России ни одного из ранее заявленных пакетов ограничений. При этом Евросовет осудил нападение сирийского режима и его союзников на гражданских лиц в Алеппо. По окончании двухдневных переговоров глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что в ЕС нет единства по новым санкциям против Москвы из-за ситуации в Сирии, но все виновные за нарушение международного гуманитарного права рано или поздно должны будут ответить. Тем временем в самой Сирии террористические группировки продолжают нападать на мирное население. По данным зарубежных информагентств, боевики Джабхат ан-Нусра обстреляли из минометов один из 5 гуманитарных коридоров, предназначенных для эвакуации жителей Алеппо. Обстрелу подверглись также контрольно-пропускные пункты в районе Бустан-аль-Каср. Напомним, в начале этой недели российские воздушные и сирийские правительственные войска ввели режим прекращения огня. Целью этой гуманитарной паузы было позволить боевикам и населению Алеппо покинуть восточные районы города по 2 специальным коридорам. А теперь немного рекламы. Новый офис, новые возможности. Сегодня состоялось торжественное открытие отреставрированного офиса Бишкекгаз компании «Газпром Кыргызстан». Для удобства своих сотрудников и клиентов филиалы компании теперь находятся в одном здании, площадь которого теперь составляет 2700 квадратных метров. Кроме того, газовая компания сделала своим абонентам еще один подарок. Она начала подачу газа в столичную новостройку Кокджар, жители которой ждали этого события без малого 25 лет. Подробнее расскажет Екатерина Ступкина. Сегодня состоялось открытие обновленного здания столичного филиала компании «Газпром Кыргызстан» по улице Горького, 22. Площадь учреждения после реконструкции увеличилась до 2700 квадратных метров. Так, к старому зданию были пристроены столовая и помещение аварийно-диспетчерской службы, оснащенное по последнему слову техники. В отреставрированном офисе созданы все условия для работы сотрудников, а также сделано все для удобства клиентов. А именно, внедрен эффективный метод работы с абонентами «Единое окно», а также установлен презентационный стенд, где при газификации потребители могут выбрать отопительный котел, газовую плиту и другие материалы. Исходя из ограниченности газовых ресурсов страны, при решении этих сложных задач мы опираемся на своих партнеров. Сфера обеспечения экономики страны энергоресурсами российская сторона является нашим давним и надежным партнером. Мы дорожим нашей дружбой и партнерскими отношениями. Я с удовлетворением хочу отметить, что сегодня наши отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. Ваша компания стала надежным партнером правительства не только в нефтегазовой сфере, но и в решении ряда социальных вопросов. На достигнутом компания «Газпром» не останавливается, продолжает реализовывать генеральную схему газоснабжения Кыргызстана на период до 2030 года. В рамках этого плана обеспечить голубым топливом собираются 60% населения республики. На базе генеральной схемы мы ведем модернизацию и реконструкцию газовых объектов, ведем новое строительство новой газотранспортной инфраструктуры. И самое главное, мы ведем реконструкцию и ведем строительство второй очереди главной газовой артерии, магистрального газопровода Бухарский газоносный район, Ташкент, Бишкек, Алмата. А это значит, что республика всегда будет надежно обеспечена газом. Кроме того, в рамках торжественного мероприятия был налажен телемост с жилмассивом Кокджар, куда сегодня подали природный газ. «Газпром Кыргызстан» готов к подаче газа новым потребителям. Разрешите начать подачу газа потребителям? Разрешаю. Жители жилмассива Кокджар горячо приветствуют вас и выражают благодарность. Говорят свое спасибо вам за огромную работу, за подачу газа. Газ мы ждали в течение уже четверти века, 25 лет ждали. И, наконец, газ подан. И этот день для нас стал настоящим праздником.
Помимо новостройки Кокджар, голубое топливо до конца этого года начнет поступать в соседние жилмассивы. Подключенными к системе газификации окажутся более 2500 семей. Всего же до конца 2017 года, согласно инвестиционной программе «Газпрома», 22 новостройки Бишкека и село Мыкан будут полностью газифицированы. Выдающийся ученый, моносовет, лингвист и фольклорист. Сегодня в Бишкеке почтили память Зияша Бектенова, создателя первого поколения учебников по кыргызскому языку и литературе. 21 октября ему исполнилось бы 105 лет. Зияш Бектенов, отметим, внес огромный вклад в развитие родного языка в школах и вузах нашей республики. Бектенов перевел на кыргызский язык произведения Гоголя, Фанвизина, Горького, Фадеева, Островского. В течение ряда лет ученый занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Зияш Бектенов награжден медалями за победу в Великой Отечественной войне. Ветеран труда. Когда он нам рассказывал об истории кыргызского языка и литературы, мы с восхищением называли его живой энциклопедией, так как он всех удивлял тем, что быстро называл место и дату того или иного исторического события. Вместе с Таджибаем Байджиевым они написали ряд учебников по кыргызскому языку для 4, 5 и 6 классов, тем самым внесли большой вклад в развитие системы образования. Этими учебниками школьники пользуются по сей день. Такими были новости к этому часу. Всего доброго и до встречи в эфире.